как раз Верховная сеть, Длинная сеть, и это вот все была территория Мансии. Поэтому у нас прослеживается очень яркая культура мансийского народа, финно-угорских народов, которые Мансия входит в эту группу. Здесь мы можем обратить вот внимание на старинные предметы. Это древняя гривна серебряная, это раковина каури, то есть тогда еще монет не было, рассчитывались вот такими вот предметами. Это древний топор греческим способом выкованы. Понимаете, русские, когда сюда пришли, то здесь жили охотники. Манси, они были охотниками. Ловили дичь, стреляли белку, соболя, стреляли рысь. И русские сюда принесли металл, то, чего здесь не было. И манси менялись с русскими менялись. Сколько шкурок драгоценных войдет в такой вот тазик, сосуд, железный котел, да? Столько и стоит. Понимаете? Равноценный обмен, как вы считаете? Столько и стоит. Вот, потому что очень ценным было для местных народов железо. Потому что они уже не могли его получать, не могли плавить железо. Шкура была такой вот. Постепенно русские обложили данью местное население и стали ездить регулярно. ЕСАК назывался этот налог, и каждый год охотники должны были платить эту дань. И так до того дошло, что они буквально обирали местное население. Буквально обирали, не на что было купить было и хлеб, и соль, и сахар, потому что государство было очень жадным. Мы видим портрет Ермака, который совершил поход в 1581 году. И здесь мы видим уже вооружение русских. Посмотрите, какие кольчуги тяжелые. Посмотрите, какие топоры, бердыши. Помните, как у Ивана Грозного, да? Вот какие шлемы. Представляете, какие богатыри были, которые носили столько на себе, да еще такое, да, и ружье еще такое. Пойдемте дальше. Место, тут, наверное, духи живут. У них эти места были святыми. А потом они продавали. Из нужды продавали эти места чиновникам. Вот так вот была и гора Магнитная. Да. И вот этот натуральный магнит из этой горы магнита. Его можно было также повесить на большой шею, только вот на цепи, и показывать гостям, допустим, или на выставках свойства, чудесные свойства этого металла. Мы здесь портреты брали, Екатерины. Петр здесь, конечно, никогда не был, Екатерина тоже здесь не была, но именно с Екатериной, я напоминаю, назван Екатеринбург. А это властитель тех мест, когда наш город начали строить, то Демидов был уже здесь полноправным хозяином. У него уже здесь было более 20 заводов. Нет, это Никита. Это Никита, а он был Акинфий завод построен. Вот, в общем, когда очень был именно сарафан, прямой косоклейный сарафан. И вот мы примерно вот такой же, он долгое время сохранился у старообрядцев. А мужской костюм, он отличается вот этой красной каймой, кроме того, что он черного цвета обычно, и вот эта красная кайма. Еще по указу Петра Первого, был специальный указ, кто бороду носит, тот и на одежде такую кайму должен носить. А бороду должны были брить все тогда, потому что все должны стать европейцами были сразу, да? Уже все сразу должны жить по-европейски, а те, кто не хочет брить бороду, покупает жетон, бородовой знак. Вот у нас бородовой знак, он стоил немалые деньги, не все могли позволить себе, поэтому ходили с бородами. Вернее, без бород. Без бород, да. Без бород, да. Иконы старообрядческие, и главное, что вот древняя пластика, она, понимаете, в петровские времена, когда шла война с Швецией, и металла не было, еще заводы свои не были построены, Петр приказал все переплавить на пушки. Все. Эти самые колокола, вплоть до икон. Но старообрядцы же, они прятали свое. И поэтому они сохранились. Примерно такого
Но мы здесь немножко рассказываем о том, что у нас в Урале, в районе города, Березка впервые было найдено золото. Впервые в России первое русское золото было найдено в 1745 году. Да. До этого золото все было. Петр, значит, золото руда немножко. А тут на 750 года начал работать завод. И роман, конечно, бубен есть, конечно, палочные есть, конечно, одежда шаманская, вот такая вот, украшение, очень редкое. Но и изображение идолов. Видите, идолы. У идолов есть лицо. Но у кукол лиц нет, чтобы дух, не дай бог, поселился. Изображение медведя и оленя. Тоже такое. Медведь, это вообще такое. Женя, вот этот праздник медведя, когда все равно медведя убивают, вот лодочка. Все-таки жили они и охотой и рыболовством, но ведь согласитесь, что охота не всегда была. Бывает, удачный охотник может и погибнуть во время охоты. Китичу, который был дядей первому из Романовых, Михаилу. Вы знаете, что у Романовых, это же очень древний род, когда-то их фамилия была Кошкина, а вообще первый его звали Андрей Кобыла. Если по их родословной смотреть, первый был Андрей Кобыла. Потом были Кошкины, потом Захарьины. Так вот, Анастасия Захарьина из этого рода, она была первой женой Ивана Грозного. Анастасия Захарьина. Значит, Анастасия Захарьина, Ксения, забыла, иди сюда. Никита Романович. Вот этот. Это дед первого царя Михаила Тодоровича, из династии Романовых Михаила Тодоровича. Двоюродный. Никита. Никита, да? Анастасия и Никита, они родные брат и сестра. Ага. Вот. Анастасия Романовна и Никита. Они родные брат и сестра. Вот, в общем, было пять братьев. Когда был Борис Годунов, то он постарался от Романовых избавиться. Он был царем, да? А Романовы претендовали на престол. И он их сослал куда? На Урал. Ну, не всех. Сослал на Урал, Пилым двоих сослал, ну это вот еще дальше, там, за Урал. А в предурале, вот это нынче Пермский край, там есть село Ныров. Вы слышите? Знаете? Вот это вот из Ныров. И вот в Ныров был создан Михаил Никитич. Вы знаете, что по описаниям все эти мужчины были богатырями. Огромного роста, огромной силы. По описаниям, вот тем, что когда его привезли в начале ноября, по-моему, где-то осенью, холодно было уже, немножко ледок был уже, но телега, в котором везли, застряла, и 4 солдат ее не могли вытащить, так он вылез чизакованным и легко ее подвинул. И поместили его, яма была такая, это тюрьма, в этой яме он сидел, закованным вот эти кандалы и вот этот ключик. Я вам